Всем привет, с вами Алмаз Айтамов. В этом видео хочу показать, как оформить исполнительную схему вертикальных конструкций. Перед вами вот готовый образец, красиво оформленный, со всеми вертикальностями, расположенный на листе, с рамочным оформлением. Тут, правда, не хватает легенды, но мы ее добавим в процессе работы. Буду показывать все шаги пошагово. Итак, начнем. Первое, что мы должны сделать, это подготовить наш чертеж. Открываем новый чертеж, удаляем лишние слои, оставляем нужные. Затем открываем наш проект, переходим в модель. Тут сразу же можно удалить лишние размеры и надписи, а также обозначение разрезов, если есть такая возможность. Затем выделяем все вертикальные конструкции и оси. Указываем базовую точку, то есть копируем с базовой точкой место пересечения ось А и ось 1. Это и будет нашей базовой точкой. Следующее. Открываем наш чертеж и вставляем наш скопированный чертеж на то же пересечение. Вставляем как блок. Вставил. Теперь у нас чертеж стал слишком большим, так как проектный чертеж нарисован в миллиметрах. И мы его отмасштабируем. Масштабируем по базовой точке. Коэффициент 0,001. Все. Чертеж у нас встал. Теперь проверяем наши оси. Оси совпадают. Теперь наш вставленный проектный чертеж можно взрывать. После этого скрываем нашу подложку, изолировать, скрыть объекты и удаляем вот эти оси. Почему мы тут взорвали? Потому что меню Geo у нас вычисляет отклонение от отрезков или полилинии. Также меню Geo работает в системе координат МСК. Учтите это. Затем открываем нашу съемку, сделанную тахеометром. Здесь также отключаем лишние слои, оставляем только точки, выделяем все точки, копируем с базовой точкой. Тут базовую точку указываем 0,0. Вставляем наш чертеж, указываем базовую точку 0 и 0. Точки вставились. Теперь, если посмотреть на свойства точек, они у нас как блок. А блоки меню Geo не умеет считать. Нам нужно заменить эти блоки точкой. Для этого рисуем точку где-нибудь с краю. Изолируем наши объекты отдельно, чтобы не мешали. Выбираем нашу базовую точку, образец точку. Также выделяем блоки. Выбираем все, выбрать подобные и изолируем их, чтобы оставалась наша точка образец и блоки. Теперь делаем замену блоков на точки. Переходим в меню Geo главное, затем геодезия. Тут есть такая функция замена одного объекта другим. Выбираем. Здесь сперва выбираем наш исходный объект, точку образец. Затем выделяем все наши блоки. Выбрали, пробел. Да, нажимаем. Все точки у нас как точки. Удаляем наш образец. Совершаем изоляцию. Так, тут важно помнить, что нужно оставлять по 2 точки на каждое измерение. Если повернуть в 3D, у нас точки, вот съемка пилонов, съемка сделана низ и съемка верха.
Так, по 2 точки, по 2 пары оставляем. Затем здесь же в меню Гео, вкладка Отклонение. Сюда заходим и отрисовка векторов и значения отклонения от линии. Выбираем. Тут ставим галочку. Здесь и здесь выбирать точки парами. Окей. Теперь вот сначала выбираем нашу линию, то есть край нашего пилона. Затем выбираем наши точки вверх и низ. Вот вычисляется отклонение, и затем указываем точку вставки отклонений этих подписей. Затем для перехода следующей точки нажимаем пробел, потом Escape. Следующую линию выбираем, точки и место вставки. И так далее. Тоже пробел, Escape, линия, точки, точка вставки. Пробел, Escape, линия. Так, еще раз. Линия, точка и место вставки. И эти же действия выполняем по всем пилонам. Все мы отрисовали. Здесь хочу еще раз пояснить. Здесь буква N это низ пилона, вверх это верх пилона. Также и со всеми вертикальными конструкциями. После этого создаем лист. Переходим во вкладку «Вид», «Новый вид». Здесь задаем имя, можно один, задать окно вида. Выбираем нашу область. Окей. Лист создан. Переходим на наш лист. Так, нам нужен альбомный лист. Для того, чтобы вставить наше видовое окно, переходим на вкладку «Лист». Здесь видовые экраны листа. Сменить вид на один. Только что мы который выбрали. Окей. Вставляем наш лист. То есть видовое окно. Прошу прощения. Наш вид создан на листе. Теперь давайте создадим легенду. Скопируем какое-нибудь отклонение. Допустим, вот это. Открываем наш лист. Вставляем сюда. Вставляем как блок. Чуть-чуть отмасштабируем его. Так, еще раз. Так, копируем примечание. И сюда же можем написать отклонение от вертикали. Вверх и низ, соответственно. Здесь выбираем исполнителя, дату, секцию, очередь. Заполняем исполнительную схему вертикальных конструкций. На отметке, на какой расположен. И все, наша исполнительная схема готова. На этом все. Подписывайтесь на этот канал, а также на телеграм-канал Мастерская геодезиста. До скорой встречи.